Поединок, который закрывает серию прилимов. Найза 50, и первым в октагон направляется Ниматуллах Исламиддин-Улла. С рекордом 2 победы и 2 поражения уже успел провести свой поединок Исламиддин. На турнире Найза 48, где дрался против Багдата Жубаныша, трехкратного чемпиона мира по любителям. По ММА среди любителей, вот так, наверное, будет правильно сказать. Запомнился, конечно же, первым раундом, очень здорово зарубились именно с Багдатом они. И сейчас для Ниматуллы Исламиддин-Улла возможность все-таки оформить первую победу в Лиге Найза. Напомню, что это самая легкая, наилегчайшая весовая категория, которая возможна именно в профессиональном ММА. Вес, наверное, ну, я не знаю, как правильно сказать, вес соломинки, да, наверное, неправильно. Я, наверное, скажу, что это наилегчайший, еще есть первый наилегчайший, наверное, так вот, по аналогии с боксом, наверное, приведу такую вот именно аналогию. Тем не менее, 2 победы, 2 поражения, 25 лет этому спортсмену, является он уроженцем города Бишкек, Кыргызстан. Ну а прямо сейчас мы ждем его оппонента, Джона Шинка. И следующим в октагон направляется Джон Шинк. Уроженец Великобритании, а именно гражданин Великобритании, который проживает и тренируется в Таиланде. В зале Тайгер Муай Тай, является базовым тай-боксером. Выступал он по правилам Муай Тай, но прямо сейчас целенаправленно перешел именно в профессиональный ММА. Имеет рекорд 4 победы и 2 поражения. Свой последний поединок также провел в Лиге Найза на 48-м ивенте. Сразу же дрался против Казбека Сагана за вакантный пояс чемпиона этой весовой категории. Подписал долгосрочный контракт с организацией Найза Fighting Championship и прямо сейчас проводит свой второй поединок. Для него, так же как и для Ниматуллы Исламиддин-Улла, возможность все-таки оформить первую победу в Лиге Найза. Неплохо начал свой поединок против Казбека Сагана, но, к сожалению, проиграл удушающим приемом, тем самым упустив возможность стать первым чемпионом этого дивизиона. Хандар мен мырзалар, естеріңізге сала кетейік. Турнирдің ресми серіктестері 5QB білім беру және ойын сауық платформасы және 5Kid бизнеске арналған бірыңғай платформа. Официальный партнер на прокат KZ. Арендовать выгоднее, чем покупать. Сонымен, турниріміздің 5-ші жекпе-жегі супер жеңіл салмақта өтеді. Қош жауынгермен таныспаңыздар. Алаңның көк бұрышы, оның кәсіби рекорды 2 жеңіліс, оның бойы 168 сантиметр, салмағы 53-те 500 келі. Бішкек қаласы Қырғызстан, Ниматулла Исламиддин-Улла! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, оның кәсіби рекорды 4 жеңіс, 2 жеңіліс, бойы 165 сантиметр, ресми салмағы 53-те 500 келі, Нигерия және Ұлыбритания намысын қорғайтын Джон Шинк! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Бойцы представлены.
Рефери представлен последней установки. Ақтілеу Аскербайұлы, рефери этого поединка. Напомню, что после этого боя мы переходим в мейн-карт, а именно на платные трансляции. Поэтому обязательно оформляйте платные трансляции, покупайте возможность посмотреть главный карт на IZA 50 прямо сейчас. А у нас последний поединок прелимов. Да, и возможно определится следующий претендент, да, на пояс именно в строуэйте. В самом минимальном весе в мужском в лиге Найза. Это 53 килограмма, если быть точным, стойки левши Шинг. Ну и... Ну, знаешь, в этом весе всего лишь 4 спортсмена. И для меня есть еще пару подписанных бойцов, которые еще даже не дебютировали. И для меня вот этот поединок, знаешь, вот как соревнование, бой за тройку. Возможно. Финалисты между собой, да, разыграют пояс. Мы знаем, кто это, что это за бойцы. Ну, об этом чуть позже, если будет время. Исламиддин может жестко ударить с рук. Отлично сейчас комбинация была. Сократил дистанцию. Пытался зайти именно с правым апперкотом. Ну и классические мидл-кики, да, уже от Шинка. И пытается, обратить внимание, Исламиддин зайти вот именно за переднюю руку. Интересно. Хай-кик. Даже секунданты подсказывают, чтобы правую руку держал выше и смещался за правую руку своего соперника. Да. Ну, такая позиционная борьба, значит. Пытается своего оппонента. Зачем бороться в такой ситуации? Не совсем понятно, но есть тейкдаун. Причем без проблем он это делает. Отмечали мы этот момент, что у Исламиддина обладает сильным ударом, очень быстрым и жестким. Позицию. Забирает бэкмаунт, пытается работать в граунд баунде. Все правильно. В опасности находится Джон. Запахло жареным сейчас. Хаммерфисты. Заправляет Ниматуллай и выходит на удушающий прием со спины. Удастся ли сейчас провести кыргызскому файтеру? Нет, тем не менее ударная позиция может наносить удар. Джон. Да, очень Исламиддину точнее. Опасной позиции находится Шинг. Но пока темп немножко сбросил. Исламиддину не стал вкладывать. Неплохо. Еще одна попытка выхода на удушающий. Да, на этот раз уже руку в опасности находится Шинг. Не видим мы не опять совсем, да, не совсем, как заправил. Показалось, что именно под шею заправил. Но успевает в последний момент Шинг сбрасывать руку, обрати внимание. Опытный парень, понимает все, к чему идет. Прям по защите сейчас просто насыпает Исламиддину. 2 минуты в его распоряжении. Отлично, локоть добавил. Локоть. Вот как раз таки еще чего один. не хватало. Отлично, еще раз. Очень жесткие удары пропускает. Очень жесткие удары. Посильнее защиты находится сейчас. Очень сложно сейчас. Ударов контролирует руку. Еще один удар и добивает своего оппонента в граундном баунде. Готов лишаться. Но двигается, активен Шинг. Показывает всем видом, что он может защищаться, что все в порядке. Нет сигналов для того, чтобы сейчас может решаться. Снова устное предупреждение об активности. Да, немножко буквально не хватает. Остановки. Еще один удар. Да, очень точно пережил в первом раунде. Да. Короткий локоть. Отлично. Локти пошли в ход. Контроль в халфгарде. Есть. Оверхед. Извиняюсь, оверхук. Хват. Подмышку был. Да, прессинговать продолжает Исламиддинова. Стягивает партер, да. Чудеса, просто держалки нам показал. Да, Шинг, конечно же, терпеливый парень. С очень сильным подбородком и головой. Есть, еще несколько ударов. Слева. Может сейчас остановить этот поединок. Вот это да. Исламиддин призывает к активности. Рефери.
Что происходит в голове Шинка, интересно, в этот момент? Очень много он пережил в первом раунде. И казалось бы, вот оно все. Если сейчас раунд закончится без досрочной победы Исламидинова, то интересно будет посмотреть во втором раунде, как себя будет вести Нематулла. Ну, знаешь, после такого очень много сил оставил. урона, который получил Джон Шинк в последние минуты первого раунда, я не уверен, что он может также, ну да, в таком же состоянии выступать, продолжать выступление во втором раунде. Ну, опять-таки, не будем забегать вперед, увидим, в каком состоянии окажется Шинк. Ну, вроде бы как все визуально. Но, знаешь, этот неплохо. раунд, наверное, можно отдать 10-8, да? Да. Это полное да. доминирование. Нокдаун, полное доминирование. Тут, наверное, все и так ясно. Хороший раунд от Исламидинова. Как раз таки эпизод с ударом справа нам должны показать в повторе. Вот как раз таки. Именно этот удар, кстати, отправил в нокдаун и Багдада Джабаныша в первом раунде. Второй раунд. Шинк, конечно, будет отыгрывать. Ну и сразу же с мидл-кика заходит. Потрепал он, кстати, этими ударами в титульном поединке, да, Казбека Сагана? Да, именно мидл-киками. Ну, однообразен пока что Джон. Быстро на ногах, собран. Ну, хорошо подготовился именно под Шинка, это заметно. Мы сейчас, кстати, указываем тот факт, что Шинк, возможно, уже не будет в таком состоянии во втором раунде, но мы забываем о том, что Исламидинова также очень здорово поработал в первом раунде именно в добивании, поэтому удастся ли такой же темп сохранять у Исламидинова. Ну, судя по тому, что он начал больше прыгать, возможно, он пытается немножко встряхнуться, да, так чуть-чуть взять паузу в начале раунда и больше активности делать уже ближе к середине. Снова пытается вывести своего оппонента на правую руку. Удар справа. Подсказывает, что не стоит рубиться Исламидину. Еще один мидл-кик. Хороший выпад такой в корпус от Нематулла. Ну, очень так, знаешь, предсказуемо работает Шинк. Так, типичный тай-боксер, базовый тай-боксер. На дальней дистанции выбрасывает мидл-кик, если поближе наносит удары руками. Сам не инициирует борьбу, сам не прессингует особо. Ну и пропускает, да, именно руки очень часто. Удары. Попал хорошо сейчас Нематулла. 2 минуты уже позади, но вот пока большой активности мы не видим. Да, здесь Нематулла решил взять, я так понимаю, тактическую паузу, без особых таких вот проблем для себя, но в эпизодах выигрывает, в разменах. Да, немножко не хватает дистанции Шинку. Чуть повыше Нематулла, соответственно, и руки подлиннее. И за счет именно вот этого преимущества, да, он сейчас хорошо очень контролирует дистанцию. Ну, вот сейчас ход поединка может в мгновение просто измениться за счет одного пропущенного удара. Здесь несколько точных. Хороший раунд сейчас Шинк проводит. Справа. 2 минуты еще у него есть. И если сейчас уже не станет активно действовать Нематулла, он отдаст этот раунд. Да, может отдать. Вот пошел вперед. Ну, слишком, знаешь, так очевидно он это сделал. Слишком прямолинейно. Да, прямолинейно стал работать.
Возможно, все-таки в первом раунде он очень много сил оставил в этой атаке. — 90 секунд до окончания второго раунда. Еще один удар справа от Ниматуллы Исламидинулла. Идет вперед Джон Шинк. О, отлично сейчас была задумка от Шинка выйти именно на хай-кик. Справа минута остается до окончания. Кто-то должен более явно забирать концовку второго раунда, иначе судьи могут отдать победу в пользу не того бойца. Да, не узнаем мы Исламидинова после первого раунда. Сейчас все-таки Бензобак, возможно, стал его подводить. Да, после первого доминирующего такого выступления в первой пятиминутке во втором раунде решил взять паузу. И как раз таки эта пауза, возможно, сейчас выйдет боком для Исламидинулла, потому что Шинк восстановился после вот всего того урона, который получил в партере, и сам наносит атаки достаточно неплохие. Удары попадает. И при этом постоянно прессингует. А судьи на это обращать внимание в любом случае будут. Размашистый удар, пропускает на встречу. Встает, отвечает сразу Исламидинулла. Пропустил, но тем не менее продолжает идти вперед. Небольшая пауза. Правый апперкот. Отличный раунд. Сложно, конечно же, судить, кто же выиграл второй раунд, но честно не могу сказать даже. Да, задал, конечно, высокий темп в первом раунде Ниматулла. Но вот дальше я не знаю, что это было. Но, возможно, как ты и говорил, это тактическая пауза, да, скажем так. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, а так мы не знаем, что это такое. Мы бы сказали, что это такое. Но, возможно, он приберег силы к третьему раунду, точнее. Да, да. И сейчас как раз-таки мы должны получить ответ на свой вопрос. Все верно. Понимают оба бойца, что, ну, скорее всего, третий решающий раунд, исходя из того, что было в первом и во втором раунде, третий должен получиться очень эмоциональным, очень жестким. А я напомню, что после этого поединка трансляция на IZA 50 переходит на сайт на IZA TV. После матчей Баттербол, кстати. Да, и Баттербол, кстати. Финал будет обязательно Баттербола. Игры за третье и за первое место. Да, вот подсказывает, что нечего ждать Исламидинуллу. И ждем мы от него более активных действий. И плохо у него получалось в атаке в первом раунде. Но вот во втором он решил немножко передохнуть, насколько мы правильно его поняли. Но тем не менее сейчас больше прессингует, хотя и не бьет Шинк. Здесь попадание. Точнее, достал. Передней рукой. Да, обратите внимание, на руках стал перебивать Шинк. Да, он понял, что не стоит, наверное, бить сейчас мидл-кики. Больше стоит прессинговать и такими размашистыми ударами. Да, сейчас после первого раунда Ниматулла я абсолютно не узнаю его выступление. Тейкдаун нет. Не смог близок тейкдауна Ниматулла. Свой успех. Шинк буквально Феникс восстал из пепла, знаешь, после первого очень тяжелого раунда для себя. Разбит нос у Исламидинулла. Это вот как раз-таки до попытки провести тейкдаун было несколько попаданий от Шинка. Да, вот это вот уже удивительно, когда на руках стал перебивать. Шинк, джеб хороший. Да. По всей видимости, проблемы какие-то у Исламидинова, потому что... Хороший размен. Короткий локоть. Да, уже просто вот
сколько на руках такая рубка пошла открытая. Да. Да, подустал. Подсказывает секунданты, что нужно сделать проход. И делает. Очень важно перевод тейкдаун. Важно теперь Партнер. контролировать партнера. Половина раунда остается до окончания этого поединка. 2,5 минуты. Вот этот вот тейкдаун сейчас может стать решающим. Да, все верно. Здесь, конечно же, может украсть раунд. Бойцу из Кыргызстана важно именно оставить соперника на полу, но нет. Встает Шин. Еще один бросок, перевод, и сразу же оказывается в боковом контроле. Да, просто идеально выполненный тейкдаун. Еще такого футсвипа, знаешь, подсечки такой. Есть Даже сайт-контроль. скрутки больше, наверное. И теперь задача улучшать позицию. Искать возможности для нанесения ударов. Заправляет. Нет, не хватает все-таки у него энергии Вырвался из держать на захвата, земле и оппонента. продолжает наносить удары. Оу. Пропускает, но тем не менее идет вперед. Идет Шин вперед. Знаешь, вот он больше сейчас проявляет желание, волю, да, к победе, скажем да, так. именно вот он, как раз таки судьи могут на это обратить внимание, что он больше прессингует, ему больше нужна победа, нежели Исламидин Уло. Исламидин Есть такое ощущение, что попадание, хочет просто-напросто болтает уже отбегаться. Ниматулла. О, удар справа, еще один. Есть, еще! Теряет равновесие после пропущенного удара. Минута остается до окончания этого поединка. Кто же вырвет победу? Очень сложно предугадать исход поединка. Еще одна попытка последние тейкдауна. минуты. Просовывает руку сразу же. Шинк и висит просто на сопернике. Сможет ли отсюда с захватом ног перевести? Переводит, но вот пока контроля не хватает. 40 секунд. Очень важные сейчас действия для Исламидинова. Но нет, не хватает все-таки у него уже энергии. Закрепиться, взять позицию. Последние секунды выползает. Шинк был близок. Нет. Все-таки получается удержать на полу, но вот мы, знаешь, эффективного какого-то грэпплинга здесь не видим. Ну, контроль есть в партере со стороны Исламидин Уло. Этого, возможно, будет достаточно для того, чтобы судьи решили исход третьего раунда. Да, последние секунды, и вот в таком контроле мы заканчиваем бой. Интересно, что больше оценят судьи? Урон во втором-третьем раунде от Шинка или, ну, первый там без вопросов Исламидинов забрал. И вот борьбу в третьем раунде от Исламидинова. Да, знаешь, в что таком окажется поединке лучше? даже, возможно, ничья, на мой взгляд. Все возможно. Особенно все зависит от того, как посчитали судьи первого Да, раунда. как посчитали первый раунд судьи. Очень важный Стандартно момент. 10-9, либо 10-8. Показывают нам бывшего претендента, соперника. Бывшего претендента, но сейчас уже текущего чемпиона. Да. Бывшего Скажем так. соперника Джона Шинка, Казбека Сагана, ныне действующего чемпиона. Ну что, мы ждем официального оглашения результата этого поединка. Очень конкурентный поединок нам выдали бойцы из... Кстати, нам Самый показали минимальный Багдата категории. и Казбека, и Казбек и Багдат дрались с этими соперниками, но не дрались сейчас друг с другом.
Sonmen xanlar ve mırzalar 3 raundning natijasi. Birinchi töreşi 29'da 28. Jon Shink. Ikinci töreşi 28'de 29. Nimatulla. Және üçüncü töreşi 28'de 28. Sonmen бұл жекпе-жекте жеңімпаз анықталған жоқ. Тең нәтиже. Друзья, ну если вы устали от ММА, то мы возвращаемся. Сейчас будет баттербол. И в студии, в комментаторской позиции, как обычно, Фаниль Рафиков и я, Михаил Краймер. У нас сейчас будет битва за первое место и за третье место, и за второе место тоже. И это большие призовые. И вот сейчас Фаниль надевает свой микрофон и наушники, и мы продолжаем комментировать баттербол. У нас сначала будет игра за третье место, в ней встретится Top Dog. И в ней встретится AMC Fight Nights. Как раз, кажется, нас ожидает рубка. Кость-кость. Кость-кость. Как все турниры топ-дога проходят, кровавые. Да, и, кстати, надо напомнить, что мы смотрим турнир Найза 50. Мы находимся на YouTube-канале Вестник ММА. И что я могу сказать? Получаем удовольствие, бои сегодня хорошие. Баттербол сегодня тоже прикольный, динамичный, ну, собственно, как и всегда. И нас в главном бою вечера ждет бой Наримана Абасова. И знаете, кого еще? Каныбека, Женебек Улу. Да, парни, который заменяет Фаниля Рафикова. Он вот с Брюса сейчас про это сказал. Но я вот жду, что ты будешь комментировать последний бой, крайний бой этого турнира, скажем так. И я жду, чтобы ты потом перемахнул через клетку и сделал фейс-то-фейс с тем, кто победит. Перемахнуть не получится сейчас, ввиду состояния здоровья. Это была проверка, кстати. Действительно ли у тебя травмы нет? И вот Фаниль всем доказал, что у него действительно травма. Я тебе скидывал еще заключение.